Именно так в большинстве случаев разворачивается классический коррупционный сценарий. Этому преступлению в Уголовном кодексе посвящено сразу несколько статей, как за получение, так и за дачу взятки. Примеров взяточничества очень много. Одни пытаются взамен на деньги получить должность, услугу, примитивную оценку за экзамен, другие уйти от наказания и еще больше усугубляют и без того напряженную ситуацию. В 2020 году у нас на территории республики был зарегистрирован и выявлен факт передачи денежных средств сотруднику ФСБ в размере равном 2 миллионов рублей за непроведение последним оперативно-розыскных мероприятий. Данное уголовное дело было возбуждено, расследовано и направлено для рассмотрения по существу в Магаданский районный суд. Одних ловят с поличным, против других приходится проводить следственные мероприятия. С начала этого года в Ингушетии зафиксировано 37 преступлений коррупционной направленности. В прошлом году их было на 10 больше. Но делать выводы пока рано, много дел находится еще в производстве. Непосредственно по фактам дачи получения взяток за истекший период 2021 года возбуждено 8 уголовных дел, из которых 6 по признакам преступления предусмотрено статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, одно по признакам преступления предусмотрено статьей 291 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и одно уголовное дело у нас возбуждено по признакам преступления, предусмотрено частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Непосредственно сумма взятки по данному уголовному делу составила у нас 1,5 миллиона рублей. Масштабы коррупции таковы, что она представляет реальную угрозу безопасности государства. Борьба со взятками будет идти, невзирая на чины, ранги, статусы и должности. Другими словами, перед законом все должны быть равны. Как бы банально ни звучала эта набившая оскомину фраза, другого пути в борьбе с коррупцией пока нигде в мире не придумали. Надзорное ведомство напоминает, за банальную взятку можно получить реальный срок до 15 лет лишения свободы. Состав дачи взятки является формальным. Преступление будет окончено с момента принятия должностным лицом, субъектом вышеуказанного преступления, а также их родных, близких, хотя бы части передаваемых ценностей. При этом в случае, когда должностное лицо отказалось принять взятку, в действиях взяткодателя присутствует состав преступления и будет действие его квалифицироваться как покушение на дачу взятки. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Субъект преступления является у нас физическое лицо, вменяемое и достигшее 16-летнего возраста. Ну и также предусмотрен ряд квалифицирующих признаков в данном составе преступления. У коррупции много проявлений. Самое вопиющее – воровство бюджетных денег, злоупотребление служебным положением, побора откатов за оказание каких-то услуг. Один из распространенных составов преступления – это взяточничество, это статья 291, это дача взятки. С объективной стороны преступление выражается в действии, а именно передаче должностному лицу, иностранному должностному лицу, либо должностному лицу публичной международной организации лично через посредника предмета взятки. И подразделяется также по критериям: это за совершение в пользу взяткодателя и представляемых их лиц действий, бездействий, которые входят в служебные полномочия должностного лица. Ежедневно в разных регионах страны задерживают десятки гражданских чиновников и ответственных работников правоохранительных органов, берущих взятки и вымогающих деньги за фальсификацию или сокрытие фактов, за покровительство или освобождение от ответственности. Предмет взятки он может быть получен как непосредственно самим должностным лицом, либо через посредника, так и может также получен родными, близкими должностного лица с его согласия, либо, если он не возражал против этого, использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя. Ну и непосредственно, если я уже упомянул, что через лиц может получаться материальные блага, деньги, то также поясню, что действия таких лиц, имеется в виду посредника в получении или даче взятки, следует квалифицировать по статье 291 прим. 1 Уголовного кодекса как посредничество во взяточничестве. Летом этого года президент подписал указ об утверждении национального плана противодействия коррупции до 2024 года. В документе прописаны меры по борьбе со взятками и хищениями. В частности, Владимир Путин предлагает временно ограничивать право занимать отдельные должности тем, кто ранее был уволен с госслужбы из-за коррупционных схем, отделался штрафом или имеет непогашенную судимость. Селимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.